правительстве Ингушетии прошло еженедельное совещание. Были обсуждены вопросы реализации нацпроектов, водоснабжения в летний сезон, выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также подводились итоги конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство». До конца суток 5 августа и в течение суток 6 августа в Малгобекском районе республики ожидается высокая пожароопасность. Главное управление МЧС России по республике призывает жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожными, не разводить костры в лесу и вблизи сухой растительности, не бросать непотушенные сигареты, не сжигать мусор и не оставлять детей без присмотра. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112 или на горячую линию Главного управления МЧС России по республике Ингушетия. В Сунжинском районе началась ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Цель акции заключается в том, чтобы помочь детям из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей подготовиться к Дню знаний. В местной администрации отметили, что в 2023 году благодаря акции удалось обеспечить школьными принадлежностями 127 детей. В этом году администрация района при помощи жителей планирует эту цифру увеличить. Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила закрепить льготы на федеральном уровне. Такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь, либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видов общественного транспорта по работе. Банки и микрофинансовые организации теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение 3 лет, а также иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации. Соответствующая норма вступает в силу с 5 августа. Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и микрофинансовым организациям запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами. Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние, сообщили в Минобрнауки. С 4 августа российские университеты уже начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, будут зачислены не позже 9 августа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа. В этом году, по данным Минобрнауки, выделено более 621 тысячи бюджетных мест. 73% из них распределены в регионы России. С 5 августа вступает в силу изменения в правилах назначения единого пособия для детей и будущих мам. Теперь при подаче заявления по месту временной прописки или фактического проживания будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Новые правила назначения выплат касаются случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте России, где величина прожиточного минимума меньше. Если родитель подаст заявку на пособие по месту временной прописки или фактического проживания в новом населенном пункте, Социальный фонд России сопоставит регионы по ряду факторов. Например, проверит, где находится место работы заявителя, где назначено пособие по безработице или субсидия на оплату коммунальных услуг. Государственные учебники по основам безопасности и защиты Родины для 8-11 классов, а также по труду для 1-9 классов, истории для 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов появятся в 2025-2026 учебном году, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В ноябре 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что единые государственные учебники по всем предметам для российских школ планируют разработать в течение 2-3 лет.